Неизвестные напали на трудового мигранта в России, жестоко избили и нанесли 15 ударов ножом. Что касается российских средств массовой информации, не показывают. Но они не будут показывать, поскольку иначе им может и в их не пользу, и на их руки играет это дело, потому что является мигрантом. Ни личность пострадавшего, ни его гражданство пока неизвестны. Впрочем, как и непонятно, где и когда была сделана эта запись. Правоохранительные структуры Таджикистана, скорее всего, были вынуждены отреагировать на этот ролик из-за волны возмущения в таджикском сегменте соцсетей. В беседе с российским коллегой таджикский министр внутренних дел попросил в кратчайшие сроки раскрыть преступление, привлечь виновных к ответственности и тщательно контролировать следственные мероприятия. На видео группа молодых людей в течение нескольких минут ногами избивает неизвестного мужчину, а затем нападавшие по очереди бьют его ножом. При этом называют его таджиком. В соцсетях этот ролик уже не найти. Видимо, уже удалили из-за сцен насилия. Однако обсуждение этого кровавого преступления в Таджнете не прекращается. Почему таджики все время подвергаются насилию? Бедный народ, с образованием или без, путь один – трудовая миграция, некому нам помочь. Пока не упущено время, нужно действовать и наказать преступников согласно закону. По словам правозащитника Караумата Шарипова, мигрантов в России убивают часто, но ни таджикские, ни российские власти не заинтересованы в открытом обсуждении подобных случаев. Замалчивание преступлений – вот основная причина, почему таджикские мигранты подвергаются насилию, говорит Шарипов. Ну вот как сейчас, вот об этом случае заговорили. Действительно ли вот в Таджикистане у нас сегодня все ждут узнать, кто этот является молодой человек? И вообще вот говорят ли о других убитых? Их же очень много. Но в Таджикистане, обратите внимание, что практически каждая семья от 2 до 3 детей. Совершеннолетние дети, особенно сыновья. Сейчас женщин тоже много, девочек, которые развелись. Они поехали в Россию, и родители-то здесь получаются. Они ждут, не знают правильной информации. Не знают конкретно, кто. Это чей-то ребенок. Тревожная ситуация происходит. Но если были другие страны, то в это время было бы достаточно большое количество граждан, пошли бы к посольству России, там спросили господина посола, пришли бы все родственники, мы не знаем что, но мы хотим убедиться. Определитесь, в конце концов, за что он был так. Это практически по сценарию, сирийский сценарий, ИГИЛ так называют, происходила казнь данного гражданина Таджикистана. Мы будем говорить гражданин Таджикистана, потому что все вот запросы, все требования, которые были скинхедов, так называемые фашисты, которые там, назови себе нацию, какой-то национальности, покажи лицо, ну, унижение. Если вот смотрите такая картина, а чем он хуже чеченцев, а чем их хуже, допустим, ингушетии, чем хуже татарии, которые сразу они начинают обсуждать, сидеть и, соответственно, вопрос решают, а их не трогает. Вот их называем, из выражения шакалы, которые сегодня мы называем, весь мир называет фашизм, скинхед это шакалы. Но они почему существуют на территории так государств, которые себе являются правопреемником советского государства? Караумат, ну смотрите, отреагировал наконец-то министр внутренних дел Таджикистана, он позвонил Колокольцеву, попросил тщательно расследовать. Вот на него, скорее всего, повлияли социальные сети, потому что люди начали возмущаться в социальных сетях, почему власти Таджикистана никаких мер не принимают. И у нас возникает вот такой вопрос. По разным данным, от 1000 до 2000 в год в Российской Федерации погибают, убивают. Вот эта ситуация, там вот они на видео, если вы видели этот ролик, у нас он есть, мы его скачали, как там таджик кричат, бьют, убивают. Насколько вот эта вот ситуация давно наблюдается в Российской Федерации, и что нужно делать? По статистике. Практически мы всегда знали и знаем сегодня, что стабильность Таджикистана благодаря трудовым мигрантам. Не были бы трудовые мигранты, у нас сегодня не было ни экономики, ни развития промышленности. Они все находятся в большом количестве в Российской Федерации. И количество убитых тогда мы давали по 5% из общих, из 2000, не менее 2000 наших отправленных трупов, груз 200 в Таджикистан. 5% это были убитые граждане. Вы же видели последнее время. И девочка была 5-летняя, изнасилованная, и убита. Таких очень много. Что касается министра МВД господина Рамазана Рахимова, 5 лет мы работали совместно. 5 лет, 2001 года по 2005. Всю ту информацию, которая необходима, он получал лично от меня. От наших волонтеров, от общероссийского общественного движения, даже трудовых мигрантов. Я тогда ему просил, чтобы группа скинхедов, нацистов, националистов в России
настроены уничтожение таджикской нации. Даже назвал за что? За то, что большое количество якобы сбитых наркотиков происходит благодаря таджикским гражданам. Но это не так. Приграничные зоны с Афганистаном, афганцы есть, киргизы есть, узбеки есть, казахи есть, сами россияне есть. Но это все вину все возложили на таджикскую национальность. Министр знал, тогда был представителем МВД. Я сегодня ему написал, почему среди тех тела, которые отправляются с России, нет ни одного ребенка-чиновника. Потому что они обеспечены в Таджикистане, их дети предоставлены работу. Убийство это называют. Последний видеосюжет, таджик даже голову не поднимает. У него говорят, показывай лицо. Ему стыдно показать лицо, чтобы, может быть, другой стороне, что не видели его родственники же. Родители близкие, может, жена и дети же. Но казнили ребенка. Казнили где-то в Москве, да. А почему не в Казахстане? Почему не на Украине? Почему не в Узбекистане? Других соседних наших странах СНГ. И постоянно происходят подобные вещи в России. Всероссийское общество, российский власть на все это закрывает глаза. Наоборот, даже мы думаем, что даже говорят, ну нет состава преступлений. И только закрывают. Расследование производится, и последующего нет расследования. Состава преступления отсутствует. В 2017 году я прибыл в Таджикистан по давлению России и Таджикистана, можно назвать. Одна страна, соответственно, передала, другая страна принимала. Причина была все ясна. Потому что Общероссийское общественное движение уже создал клубы спортивные. На этом клубе занимаются дети Таджикистана. И видели скинхеды, чтобы дети Таджикистана занимаются спортами, борьбой, боксом, бои без правил. Все это закрыто и нет. Организация существует на территории России. А народ остался не миллион, а около 2 миллионов. Почему не предпринимает Таджикистан жесткие меры по отношению к России? Почему можно при Балтийской республике принимать по отношению к европейским частям? Они члены Европейского Союза же. Если что не так, финансовые вопросы или территориальный, соответственно, спор. Почему в Таджикистане? Я себе задал вопрос и могу ответить. Давным-давно Таджикистан, более 2 десятилетий, стал зависимым перед российским государством, перед Кремлем. Привезут тело, покажем родственникам, дальше спокойно идем по своим делам. Другая страна, страшный для всех нас вопрос. Почему происходит и потом забываем? Во всех странах мира главное звено для президента – это средства массовой информации. В государстве отсутствуют СМИ, независимые тем более. Хотя есть, они просто существуют стихийно. Поэтому я предлагаю господину министру выйти на господина президента предвыборной кампании 2020 года. Можно пора уже трудовым мигрантам выдвинуть своего представителя как кандидат на пост президента. Я думаю, президент поддерживает. У него есть, соответственно, свои электораты же. И пускай трудовые мигранты, которые 75%, сегодня более длительное время мы видим, они становятся жертвами нацистов в России. И, соответственно, не может свои права защищать в европейских и других странах мира. Они идут туда и просят. Мы должны что-то делать. Подобные вещи я сегодня заявляю открыто как председатель Всероссийского движения. Кто еще меня не снял, я действую, я всегда нахожусь на связи, контакты с нашими соотечественниками. Я вижу, и мне больно, и обидно. Почему сразу министр не начал в тот же день посмотреть видео, его помощники не предоставили, взять телефон, позвонить господину Колокольцеву. Уважаемый министр, ну ему уже звонили, когда мне привезли сюда, в Таджикистан, звонил господин Горовой, замминистра даже, намного на ранге выше. Надо убрать Карамата Шарипову, потому что он помогает вашим гражданам со своей организацией. Они становятся целыми. Министр этого не сделал. Он отправил телеграмму, как в советские времена же. Почему посол Таджикистана на сегодняшний день молчит? Почему не делать это можно? Ну да, он всегда говорит, да я написал ноту. Давайте это все оставим в сторону. Ноты, это сейчас не те времена. Надо создать рабочие места, надо создать безопасность для таджикистанцев в России. Если Таджикистан видит, что Россия это не безопасная зона, это мировое сообщество. Вы говорите сегодня, это самая криминальная страна в мире, самая коррумпированная в мире. Это говорит нынешняя оппозиция же в России же. А посмотрите, что происходит. Сейчас идет полная подготовка к 75-летию Великой Отечественной войны. Вы кого уничтожаете? Детей победителей? 300 тысяч отправили, 150, это просто на бумаге. А большие 500 000 поехали туда, воевали против фашизма же. А что от этой войны они выиграли? Да ничего.
Они до сих пор не знают, где их похоронены, их родители же. Ну да, они имеют еще родственники, которые погибли в годы Великой Отечественной же. А сегодня происходит такая вот картина, и в открытой форме показывают публично. Нашли господина Немцова быстро убийцев. Надо было также организовать господина Колокольцеву. Вы посмотрите, видео показывают, как... А Немцов был просто убит. И ушли 2 человека. Сегодня 21 век, технологии самые современные же у нас. Можно поймать человека. Тем более, все там видно же. А до сих пор нет задержаний. Может, даже кто-то хотел просто сыграть на нервы, надо того же поймать. Но много сейчас, вот я сейчас вышел в город, выехал сюда, не знает, чей это ребенок. И все родители тревожные. Может, это мой сын, это мой племянник же, у других. Я обращаюсь к гражданам Таджикистана, которые имеют, соответственно, зрелые сегодня мысли, и мыслят сегодня. И себя считают блогерами, себя считают общественными деятелями. Но соберитесь, проведите хотя бы одну конференцию. Соберитесь, проведите конференцию и скажите открыто, что вы от нас хотите, мы в России. Да, мы с паспортами российскими. Эти паспорта вам потом вообще не понадобятся. Захотят его аннулируют, захотят, соответственно, отправить в тюрьму. Поэтому сегодня тревожная ситуация для всего таджикского общества. И благодаря средствам массовой информации, и Радио Свободы, и Радио Зоди, и, соответственно, Новое время, те каналы, которые сегодня доводят до основной массы людей ту информацию, которую сегодня они ждут. Почему Россия, Таджикистан молчит, я сразу вам скажу, что есть много вещей, самое главное, что мы сегодня видим, что якобы без России не может существовать Таджикистан, но это есть на уровне еще выше эшелона Таджикистана. Но тогда надо задать вопрос, если нам, жертвы такого суверенитета или стабильности Таджикистана, и стоит ежегодно около 2000 гробов, я думаю, ошибка не нужна руководству Таджикистана. Надо быть жестким. Государства бывает 100 тысяч имеет Осетии, Абхазии. Есть другие страны, как Киргизия, меньше имеет, Грузия имеет меньше, Молдова. Мы намного больше, 10 миллионов. Мы должны говорить, да, у нас государство суверенное, мы готовы обеспечить рабочие места. Если нет рабочих мест, будем договариваться с теми странами, дальние и ближние зарубежья. Не обязательно России. Скорее всего, Россия тоже не хочет заявить, что забирайте своих граждан. С другой стороны, якобы нарушаются межгосударственные соглашения, договора, что вы трудовые мигранты, мы сюда интересы и стратегический партнер, как 201-я дивизия в мировом сообществе. Каждому семья, который есть чиновник сегодня в Таджикистане, занимает пост, по одному ребенку в Россию, на трудовую миграцию, места скоплений, на строительную площадку, на рынках толкатели телеги. Пускай дети министра будут среди основного массы народа же. Это информация, и они почувствуют, когда ребенок позвонит, папа, надо забрать. Тут наш народ не так живет, это все вранье. Надо отправлять. А если мы предоставим чиновникам, детям в Таджикистане место и работу, а дети крестьяне, дехкани будут находиться в России, а последующие убивают, и все без расследования, без наказания. Но это не путь, который мы сегодня выбрали для созидания Таджикистана. Возвращать на наших граждан, они ждут. Наши граждане, видите, как заявляют в последнее время, мы ничего не сможем сделать. Мы не убийцы, со слезами на глазах, закрывать лицо, и даже блогеры же, что мы можем делать, ничего не сможем сделать. Ничего не сможем сделать. Вот, а как по-другому будет? Они, значит, ждут, когда руководство страны предпримет меры. Это же более мирный. Но сейчас Кавказ бы не решил так бы, искали бы, нашли бы. Не будут говорить о проблеме труда иммигрантов, а нам, миллионам таджиков в России, надо объединяться, провести съезд, просить место, выбрать человека, выбрать, значит, правильные программы выхода из данного положения и говорить, что не только Россия виновата. Надо говорить, что есть и не меньше вина Таджикистана. Они не хотят видеть те трагедии, которые сегодня происходят с таджиками, те трудности. Мы видим, автобусы взорвались по дороге, когда ехали, были мигранты. Есть места, где пожары происходят в России же. Там же погибают одни трудовые мигранты. Ну, если мы выбрали Россию, тогда надо решать, стоит нам в дальнейшем развивать подобные отношения между государствами или не стоит. Мне как человеку, как руководителя, как даже офицера, можно говорить, советской и российской, да, очень обидно становится молчание или якобы ничего не происходит в России со стороны средств массовой информации. Не хотят показывать. Убийство, казнили человека. Показываем чужие государства, там происходит убийство, но внутри страны, страна, которая является победителем, часто, то есть членом, победителем Великой Отечественной войны.
Вот если произошло бы сегодня, или вчера, или когда бы не было, хоть просто бы толкнул бы мигрант бы сейчас кого-нибудь из российских граждан, а сегодня со славянской внешности, то тогда бы 24 часа Соловьев и все остальные бы говорили в каналах российского нашего. Смотрите, вот это вся происходящая не культура, не имеющая нашего менталитета, вот граждане там в Средней Азии приехали или понаехали, можно говорить, на территории России, надо от них избавиться. Об этом будут говорить. Поэтому средства массовой информации куплены в России. Поэтому я просил бы те независимые журналисты, те блогеры, реально надо эту картину показывать. И российское общество пора надо, уже проснуться надо, может быть. Надо показать реальные картины того, что происходит в российском государстве. Вы же показывали, вот лично меня показывали, на коляске показывали. Все это было заказано. Чем это было заказано? Они являются совладельцами различных телевидений каналов российских же. Они оттуда не уйдут. Они имеют свои интересы. Но есть государство, Таджикистан суверенный, есть российское государство. Надо как-то подумать и решать. Многие из бывших стран СНГ уже не идут по той пути с российским государством. В частности, Грузия, Украина, есть другие страны, даже Армения сейчас готовится. 3 республики Прибалтики. Они идут по европейскому пути. Там можно не больше чувствовать безопасности. Ни личность пострадавшего, ни его гражданство пока неизвестны. Впрочем, как и непонятно, где и когда была сделана эта запись. Правоохранительные структуры Таджикистана, скорее всего, были вынуждены отреагировать на этот ролик из-за волны возмущения в таджикском сегменте соцсетей. В беседе с российским коллегой таджикский министр внутренних дел попросил в кратчайшие сроки раскрыть преступление, привлечь виновных к ответственности и тщательно контролировать следственные мероприятия. Министр внутренних дел Таджикистана Рамзон Рахимзода обратился к своему российскому коллеге Владимиру Колокольцу по поводу видео с жестоким избиением мигранта. Поистине, шокирующие кадры неизвестные выложили в соцсети 30 августа. Нападавшие называют потерпевшего таджиком, однако так ли это на самом деле, на данный момент точно неизвестно. В таджикистанском сегменте соцсети видео вызвало волну возмущений. Власти и представители диаспор в России пытаются выяснить подробности инцидента. Структуру Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан по вопросам трудовой миграции в России обязали постоянно находиться на связи с властями и оказывать всевозможную помощь в расследовании преступления. По словам правозащитника, если сами власти Таджикистана не займут жесткую позицию в расследовании этого дела, преступники могут избежать наказания. Российская сторона, в свою очередь, до сих пор никаких заявлений по данному видео не делала.